If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Здравствуйте! Сегодня мы хотели бы поговорить о том, как улучшить общение детей с аутизмом. Такие дети редко имеют полноценную речь. Нарушения могут проявляться в слабости или отсутствии реакции на речь, предпочтении тихой шепотной речи. Ребенок не выполняет простые речевые инструкции, при этом он понимает обращенную речь. У детей наблюдается недостаточное использование жестов и интонаций в общении. Работа с такими детьми проводится по развитию артикуляционной моторики, дыхания, коррекции звукопроизношения. Словарный запас детей с аутизмом количественно и качественно неполноценен, представлен обиходно-бытовой лексикой. В речи наблюдаются стойкие аграмматизмы. Дети испытывают трудности в составлении рассказов по сюжетам и серии сюжетных картинок с пересказом прочитанного текста. В школьном возрасте проводится работа по коррекции письменной речи, так как часто у детей вследствие нарушений языкового анализа и синтеза встречаются ошибки при письме и чтении. У большинства детей нарушена общая и мелкая моторика, поэтому в работе используются игры и упражнения на ее развитие. Так как длительные упражнения с речевым сопровождением воспитывают в детях умение вслушиваться в речь и формируют подражательную деятельность. Также у детей с аутизмом необходимо совершенствование ручной моторики, что способствует активизации моторных речевых зон головного мозга и вследствие этого развитию речевой функции, подготовки детей к овладению письмом. С детьми можно проводить следующие упражнения. Конструирование из кубиков, домиков, башен. Сначала по образцу, затем по памяти и произвольно. Раскладывание и складывание разборных игрушек, матрешек, пирамидок, кубиков. Складывание из палочек геометрических фигур, букв. Раскрашивание контурных изображений предметов цветными карандашами. Расстегивание и застегивание пуговиц, ремешков, шнурование. Работа с мозаикой. Развивая речь детей, необходимо помнить, что надо поощрять игру и социальное взаимодействие. Дети учатся, когда играют, и это включает изучение родного языка. Важно выбирать игры, которые включают социальное взаимодействие. Примеры таких игр включают совместные песни, считалочки, потешки, шуточную борьбу. Во время игры расположитесь рядом с ребенком. Постарайтесь быть на уровне его глаз, чтобы ребенку было проще видеть и слышать вас. Имитируйте своего ребенка, подражайте звукам и игровому поведению своего ребенка, и это поощрит у него новые вокализации и общение. Это также поощряет вашего ребенка, в свою очередь, подражать вам и действовать с вами по очереди. Убедитесь, что вы имитируете то, как играет ваш ребенок, при условии, что это положительное поведение. Например, если ребенок катает машинку, то вы тоже катаете машинку. Если его машинка врезается, то и вы врезаетесь своей машинкой. Но не надо имитировать выбрасывание машинки. Сосредоточьтесь на невербальной коммуникации. Жесты и контакт глазами могут стать основой для развития устной речи. Поощряйте вашего ребенка, моделируя и положительно реагируя на такое поведение. Максимально используйте свой язык, тело и тон голоса во время общения с ребенком. Например, протягивайте руку и указывайте, если говорите «смотри». Кивайте головой, если говорите «да». Используйте простые жесты, которые ребенок сможет с легкостью имитировать. Например, это могут быть хлопки в ладоши, протягивание рук, разведение рук в стороны. Реагируйте на все жесты ребенка. Если он смотрит или указывает на игрушку, то дайте ему ее или начните играть в игрушку сами. Аналогичным образом указывайте на игрушку сами, прежде чем взять ее в руки. Оставьте ребенку пространство для речи. У вас может возникнуть естественное желание заполнить речью паузу, когда он ничего не отвечает. Однако очень важно оставлять ребенку множество возможностей для коммуникации, даже если ребенок не говорит. Когда вы задаете вопрос или считаете, что ребенок что-то хочет, сделайте паузу на несколько секунд, выжидающе глядя на ребенка. Обращайте внимание на любые звуки и движения. Тут же реагируйте на них. Ваши быстрые реакции помогут ребенку почувствовать, какая сила заключена в коммуникации. Упростите свой язык. Это поможет ребенку понимать, что вы говорите.
Если ребенок невербален, попробуйте преимущественно говорить отдельными словами. Например, если ребенок играет с мячом, скажите «мяч» или «кати». Если ребенок может говорить отдельные слова, переходите на следующий уровень, говорите короткими фразами. Например, «кати мяч», «бросай мяч». Продолжайте следовать правилу «на одно слово больше». Говорите на одно слово больше, чем использует в речи ребенок. Следуйте за интересами своего ребенка. Используя правило «на одно слово больше», описывайте то, что делает ребенок. Если он играет с ящиком для сортировки по форме, то вы можете говорить слово «внутрь» каждый раз, когда он засовывает кубик в отверстие нужной формы. Вы можете сказать «кубик», когда он берет кубик в руку, или «кубик упал», когда бросает кубик и начинает заново. Говоря о том, что увлекает вашего ребенка, вы расширяете его словарный запас. Подумайте о визуальных методах коммуникации и вспомогательных устройствах. Они помогут привести к развитию речи. Примеры таких методов – различные устройства, коммуникаторы и приложения для планшетов, в которых ребенок прикасается к изображениям, чтобы прозвучали слова или фразы. Конечно же, работа по развитию речи детей с аутизмом должна начинаться как можно раньше. Желаем вам удачи! До новых встреч! If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe?